Проехать 600 километров в поисках интернета. Реалии Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему не дают связь в Губао и как из-за этого страдают люди. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Из-за отсутствия интернета жители Гбао сталкиваются с трудностями, но никто им не объясняет причину, почему почти полмесяца целая область отключена от внешнего мира. Уже 14-й день после события в Хароге жители Горно-Бадахшанской автономной области остаются без связи, лишены интернета. Спустя 4 дня протестующие власти договорились. Одним из пунктов соглашения было восстановление интернет-связи. С 1 декабря связь частично была восстановлена, но доступ к интернету до сегодняшнего дня есть только в банках и некоторых госструктурах. Жители Бадахшана и уроженцы области в разных точках мира в связи с отсутствием интернета готовят обращение в Союз потребителей Таджикистана на имя главы МИД и Министерства науки и образования Российской Федерации и намерены обращаться в международные организации, чтобы защитить свои права и вернуть интернет в область. Дело в том, что из-за отсутствия связи абитуриентам российских вузов придется проехать 600 километров в Душанбе, чтобы сдать документы для поступления. Дети, изъявившие желание поступить в российские вузы по направлению Россотрудничества, оказались заложниками ситуации и лишились возможности подать документы дистанционным путем. Многие из родителей не в состоянии проехать 1200 километров от административного центра Гбао, города Харога, до Душанбе и обратно с детьми по финансовым и другим причинам, говорится в обращении жителей и уроженцев. В обращении также отмечается, что отключение интернета парализовало функционирование не только дистанционного обучения, но и государственных, коммерческих и международных структур в регионе. Кроме того, десятки тысяч родственников жителей области за рубежом все эти дни не имеют связи со своими близкими и тревожатся за их состояние и благополучие. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таджикские власти молчат о причинах отключения интернета в области и когда он будет восстановлен. Еще на прошлой неделе корреспонденты попытались взять комментарии службы связи, но у них этого не получилось. Заместитель службы несколько дней обещал ответить, но в результате пропал. А главу Бега Сабура удалось лишь застать за продажей квартир прямо в государственном офисе. Из-за того, что потенциальных покупателей собралось много, пробиться к нему не было возможности. Мобильные операторы вовсе не хотят комментировать ситуацию, они лишь коротко отвечают: «Не от нас зависит, мы не комментируем данную ситуацию. По заданным вопросам просим обратиться в соответствующие контролирующие органы. Решение этой ситуации не в нашей компетенции». Источник в одной из компаний связи сообщил, что власти могут отключать интернет в любом регионе без помощи мобильных операторов. В соответствии с внесенными изменениями в закон Таджикистана о правовом режиме чрезвычайного положения от 2015 года, соответствующие органы могут отключать или требовать от мобильных компаний отключить все виды телефонной связи. Во время чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности, в том числе информационной, правительство может ограничить доступ к интернету или блокировать некоторые сайты. Причем во время спецопераций связь можно отключить не только на территории военных действий, но в целом на всей территории страны. Однако в нынешней ситуации ни о каком режиме чрезвычайного положения речи не идет. Получается, эти действия незаконны. Таджикский политолог Парвиз Муладжанов говорит, что ему сложно понять логику отключения. «Мне кажется, что в правительстве еще просто не выработали единой позиции по выходу из кризиса. Возможно, есть несколько групп, которые лоббируют разные подходы», — сказал политолог. По его словам, если власти хотят как можно скорее стабилизировать обстановку и успокоить людей, то необходимо в первую очередь возвратить в жизнь первостепенные атрибуты стабильности: хорошая связь, отсутствие вооруженных людей на улицах, открытые рынки и магазины, рестораны и так далее. Это не значит потерю контроля над ситуацией. Есть милиция, есть мобильные группы и прочее, добавил Муладжанов. Вопреки предположениям некоторых экспертов о том, что власти боятся публикации огромного количества видео и фотозаписей, снятых в дни проведения митинга, политолог говорит, что это не имеет смысла. Потому что эти же диски и видеоматериалы могут без проблем передаваться другими путями, хотя бы из рук в руки. Люди же продолжают выезжать из области по своим делам. Что мешает им переслать таким образом все эти материалы и фото, задается он вопросом. А как вы думаете, для чего все это делается? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.